Недавно выяснилось, что в докладе Коммунистической партии Китая об уйгурах Восточного Туркестана содержатся скандальные заявления. Нью-Йорк Таймс опубликовала часть доклада, в котором Си Цзиньпинь строго указывает Коммунистической партии не проявлять милосердия по отношению к уйгурам. Документ, состоящий из 400 страниц, показывает, что политика репрессий в отношении уйгуров и других тюрков Восточного Туркестана продолжается. Несмотря на неопровержимые доказательства того, что Китай занимался кражей американских технологий, Пекин продолжает отрицать это. Однако недавно один из китайских представителей признался в плагиате. По сообщениям Международного радио Франции, 35-летний китайский ученый Тян Хон Цзинь, окончивший докторантуру Калифорнийского института технологий и являвшийся сотрудником компании America Petrol, признался в том, что в декабре прошлого года украл для своей страны новейшую технологию батарей, рыночная стоимость которой составляет $1 миллиард. Несмотря на то, что предпринятые Китаем шаги в рамках проекта «Один пояс, один путь» приветствуются правительствами стран, в которые осуществляются инвестиции, западные СМИ продолжают скептически относиться к этому. Базирующийся в Америке исследовательский журнал Foreign Policy провел исследование технологических инвестиций Пекина в страны Центральной Азии. Система распознавания лиц на базе искусственного интеллекта, разработанная Китаем, является приоритетной технологией контроля общества в руках руководителей среднеазиатских стран. Стало известно, что одноименная система, установленная в столице Киргизии и названная властями «Безопасный город», была разработана китайской компанией, попавшей под санкции США. В Иране продолжаются протесты в связи с повышением цен на бензин. Согласно информации иранских СМИ, протесты, начавшиеся вчера в Тегеране, продолжаются в провинции Фарс, Южный и Западный Азербайджан, Исфахан, Мазендаран, Резеви-Хорасан и других регионах страны. Демонстранты перекрыли движение транспорта и подожгли отделение банка в районе Тегеран-Парс. Предположительный ущерб, вызванный повышением уровня воды из-за неблагоприятных погодных условий в историческом итальянском городе Венеция, известном своими водными каналами, составил €1 миллиард. По последним данным, уровень воды продолжает подниматься. После осмотра города министр внутренних дел Италии Лучано Ламорджезе заявила, что Венеция является не только достоянием итальянцев, но и мировым наследием, заботиться о котором обязано все человечество. НАСА сделала еще одно предупреждение о надвигающихся на Землю метеоритах. Космическое агентство периодически делает заявления о метеоритных дождях и небесных камнях, проходящих рядом с нашей планетой. Согласно информации НАСА, в случае отсутствия изменения траектории астероида, названного GF-1, небесное тело размером с пирамидой Хеопса достигнет Земли в 2022 году. Мощность столкновения будет равна взрыву ядерной бомбы в 230 килотонн. Это примерно в 15 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму.